входим в эфир. В нашем музее скорость интернета такая быстрая, но мне хотелось бы представить вам, сначала поздравить, наверное, с праздником. А я вас поздравляю с Днем Российской армии и военно-морского флота. Это знаменитый человек, Верховой Александр Иванович, директор музея вооруженных сил МВД имени Дичковского. Имени Дичковского Иннокентия Федоровича. И здесь не случайно мы стоим и оказались, здесь вы открыли оружейную выставку, правильно? Да. Угу. И хотелось бы узнать, почему вот решили здесь открыть, а как бы не в другом интересном месте. Здесь почему открыли, потому что сюда приходят молодые люди, им интересно не только, чтобы легендарное оружие мировой. И в гражданскую войну, в Великую Отечественную ушло у нас 64 Мосина. Но когда ему дали стрелецкий прицел, и он уже стал стрелять очень хорошо. А я смотрю, у вас здесь коллекция очень... Этот использовали уже после войны. А, это после войны. Это послевоенный, 65-й год. Это вот работников органов внутренних дел, радиостанция называется «Виола». Вот. Да. И, да, пистолет Макарова у нас, значит, является оружием и в советской армии, и в российской армии. Ну, сейчас вот поговаривают, что будут снимать, хотя пистолет очень хороший, очень. Вот действительно хотелось вас попросить, может вы объясните, как раз вот, смотрите, ребята открыли, показывают легендарный наган. Давайте, ребята, наган образца 36-го года. Видите, даже стоит и этот клеймо, красная звезда. Вот. Что я хочу сказать? Пистолет наган. Очень хорошее оружие. И многие офицеры носили не ТТ, а носили вот такой пистолет наган. Очень и очень. Кстати, вот с такого у нас в коллекции есть такое оружие. Так что оружие изымаем у преступников очень. 11. Оружие.